Татарский классик Фатых Амирхан – первый в мире писатель-фантаст, предсказавший появление смартфонов с фронтальной камерой. Мы знаем таких фантастов, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Артур Кларк, которые предсказали появление подводных лодок, атомных бомб, интернета. Но ни один фантаст не предсказал появление смартфонов. Фатых Амирхан в начале 20 века описал современный смартфон с фронтальной камерой. В 1909 году в сатирическом произведении «Фатхулла Хазрат» Фатых Амирхан описал жизнь Казани в 1950 году. Главный герой Фатхулла Хазрат умирает и через 42 года воскресает. И вот что он видит. Негромко прозвенел звонок. Звук доносился из нагрудного кармана Ахмета. Ахмед вынул оттуда какой-то предмет, похожий на зеркальце, стал смотреть на него. Через минуту, к изумлению Преосвященного, зеркальце заговорило человеческим языком. Перепуганный Фатхулла увидел в зеркальце изображение Лейлы. Ахмед поговорил с дочерью. «Это волшебное зеркало вы изобрели с помощью науки семьи?» – спросил Фатхулла, когда Ахмед, закончив разговор, положил зеркальце в карман. Ахмед объяснил, что это не зеркало, а зеркальный беспроволочный телефон. Первый в истории звонок по мобильному телефону совершил инженер компании Motorola Мартин Купер в 1973 году. Первым смартфоном с сенсорным экраном стал IBM Simon, представленный в 1992 году. В 1999 году был представлен первый мобильный телефон с фронтальной камерой Kyocera VP210. В 2018 году журналист сайта Интертат Зиля Мубаракшина исследовала причины, по которым это произведение не получило всемирной известности. В 1920-х годах Фатых Амирхан подвергся гонениям из-за своей критики советской власти и описания жизни бедняков. Его произведения не публиковались на русском языке, не переводились на европейские языки, и поэтому о них мало известно за пределами Татарстана. Кандидат филологических наук Тагир Гилязов считает, что мы, татары, и сами виноваты в том, что Фатых Амирхан не прославился как великий фантаст. По мнению Гилязова, Фатыха Амирхана нужно представить миру на английском языке, чтобы о нем писали в зарубежной прессе, и его творчество получило заслуженное признание. В этом произведении Фатых Амирхан предсказал и другие явления, которые стали реальностью. Если вам интересно узнать, пишите в комментариях. Если материал был полезен, поддержите его лайком. Спасибо.